Замах, прицел и остатки обеда грациозно летят вниз. В Ленске развивают новый вид спорта – метание отходов из окна. Жительница многоэтажки из Аюнского 23А минимум кандидат в мастера. Соседи говорят, не раз ругались по этому поводу, так что в бой пошла тяжелая артиллерия. Видео выложили в интернет. Города разные, но проблема одна. Мирнинские пейзажи далеки от тех, что писали Левитан и Шишкин. Ветер колышет мусорные пакеты на ветвях. Однажды на голову чуть не упал пакет мусора с верхнего этажа. Аналогичная ситуация на Тихонова. С одного окна выбрасывают, пишут в местных интернет-группах. Люди выкидывают даже некоторый мусор с окна, где ветер нанес. Вот, так грязно, конечно. Но тут тоже убрались, в прошлом году, по-моему, убирались, когда был субботник. Люди сами убирали. Я думаю, это все-таки от воспитания самого народа зависит. У нас тут очень много квартиросъемщиков, которым все равно, чисто там возле дома или грязно. Неизменно за уборку придомовой территории, подъездов и мусорных ниш отвечают управляющие компании. Если уборка не ведется, это повод отправить электронную жалобу в Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии. Там контролируют работу местных УК. Однако влияния на соседей Грязнуль эта инстанция не имеет. Учить уму-разуму мусорометателей нужно через полицию. Люди могут данный факт зарегистрировать, зафиксировать, точнее, на телефон, на видеокамеру, ну и обратиться в отдел полиции, участковым полномоченным. Участковый полномоченный собирает материал и передают в Комитет охраны природы. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться также жителям, гражданам, что соблюдать чистоту, порядок в первую очередь должны мы сами. Если совесть соседей или УК все еще спит, не стоит ждать чуда. Действуйте по закону. Жилищное законодательство, а именно 451 и 491 постановления твердят, за порядок в подъездах и дворах отвечают собственники. Только они могут контролировать происходящее вокруг дома и вовремя обращаться в нужные инстанции. Чистота начинается с нас. Виктория Назина, Елена Яранова, Олег Соснин, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край».